В зале заседаний парламента лучшие из лучших, более сотни школьников, чья главная цель – связать свою жизнь с профессией юриста. Потенциальные студенты Саратовской юридической академии в ожидании настоящей битвы умов. В этом году, как никогда, мы сможем сегодня, в этом году, преодолеть вот этот барьер, который до сих пор там, 2 человека, может быть, 1 студент поступал. Мы преодолеем этот барьер, мы с вами больше мест отвоюем у Саратовского института. Тем более сейчас с каждым годом у нас выпускники все более подготовленные. Но перед этим ребят знакомят с кухней академии. Как поступить в вуз, на какие специальности и сколько баллов для этого нужно, где и как живут студенты. Школьникам объясняют, что называется, на пальцах. Теперь, когда каждый узнал о вузе немного больше, можно приступить и к самому главному – олимпиаде. Здесь все строго, прямо как на ЕГЭ, который ребятам только предстоит сдавать. При себе только паспорт и ручка, а также листы с заданиями и вера в свои силы. Мечта Айны Куркеевой – стать адвокатом, а олимпиада – первый шажок к ней. Поэтому ученица долго и упорно готовилась. Я повторяла историю Древней Руси и повторяла законы. Таких, как Айна, здесь большинство. Каждый подошел к выбору профессии осознанно. Случайных людей на олимпиаде нет. С детства хотелось защищать людей невиновных, сажать виновных. Поэтому возник интерес работать в этой сфере. Задания на олимпиаде состоят из 3 частей. В первой ребята только выбирают правильный ответ, а дальше уже отвечают на вопросы более развернуто. Участников порядка 111 человек. Это учащиеся 10-11 классов со всех точек республики. Пока одни из них нервно и суматошно пытаются вспомнить правильный ответ, другие уже успели пройти все задания. Как, например, Тамила Аушева. На обдумывание правильных ответов у нее ушло только полчаса вместо положенных 1,5. Сказался большой опыт участия в олимпиадах. Почему? Потому что задания были из курса 5, 6, 7, 9, где-то и 10 класса. И благодаря тому, что данный материал я освоила, мне было нетрудно на них ответить. Вопросы были несложные, интересные. В частности, мне понравился вопрос, какие произведения относились к творчеству Солженицына. И я ответила, ответ был произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Региональная олимпиада не гарантирует этим ребятам поступление в юридическую академию. Однако высокий результат станет хорошим бонусом при ЕГЭ. Призеры получат дополнительные 3 балла к экзамену. Бывает такое, что 1 балл является решающим, на самом деле решающим, и многие не могут поступить из-за этого, допустим, на бюджет из-за 1 балла, а мы даем целых 3. Это на самом деле правильно, ваш также председатель говорил о том, что не все олимпиады, не все вузы проводят олимпиады. А у нас проводят, и мы еще ездим, и мы ездим в огромное количество субъектов, и мы даем 3 балла при поступлении. Результаты олимпиады будут известны совсем скоро. А пока у участников есть время обдумать свои ответы и точно для себя решить, хотят они выбрать профессию юриста и поступить в Саратовскую юридическую академию, или для них ближе что-то другое. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакеев, Новости 24.